Реконструкция православного кладбища в селе Майское имеет особое значение не только духовное, но и историческое. Место захоронения хранит в себе и культурную ценность. Здесь сосредоточены старинные памятники и склепы, гробницы, соседствующие со скромными могилками. Кое-где здесь лежат и цветы. Считается, что живые растения и их соцветия, приносимые на обряд прощания с усопшим, означают надежду на его вечную жизнь и воскресение. Сегодня жители села Майское стали свидетелями действительно важного события – открытия обновленного православного кладбища после масштабной реконструкции. Это стало возможным благодаря финансовой поддержке президента группы «Сафмар», предпринимателя-мецената Микаила Гуцериева в рамках договоренности с главой республики Махмудом Али Калиматовым. Просторнее стало, просторнее, и свободнее вроде бы стало, и светлее стало, потому что мы когда заходили, здесь деревья росли и как бы под куполом были, а теперь все видно. В этот конец зайдешь, там все видно, а там не видно раньше было, потому что все заросшее было. Поэтому мы очень довольны. Ограда хорошая. Уютненько. Я говорю, как в парк приходишь сейчас. Это по грязи ходили, по траве, по пояс. Приходили мокрые с кладбища. А сейчас проходим по тротуару. Большая работа произведена, спасибо По грязи Гуцериеву, ходили, это дорога большое. не было, мы в Да. грязь. А сейчас Благодарим его семью дай Бог вообще. Гуцериеву от всей здоровья, души чтобы мы у него его это, семья на 100 Всё. поколений вперед, чтобы Да, мы было все очень только хорошо. благодарны. Что изменилось? Во-первых, полностью заменен старый полуразрушенный забор на новый. Теперь здесь прочная бетонная ограда с высоким декоративным металлическим ограждением. Сейчас территория выглядит ухоженной и защищенной от внешних воздействий. Здесь не было как такового забора, ходили домашние животные, начиная от коз, коров и всего остального. Была старая сетка рапица с дырками, прогнившая, а сейчас металлический, из секций металлических сделанный забор. Порядка 400 метров. Особая благодарность хотелось бы выразить президенту группы «Сафмар» Микаилу Гуцериеву. Кроме того, пролегла новая дорожка из брусчатки, облегчающая доступ посетителей к местам захоронений даже в дождливую погоду. Для комфорта посетителей здесь установлены удобные лавочки, где родственники смогут присесть и почтить память близких. Отдельно стоит отметить постройку уютной беседки с навесом, предназначенной для отдыха и раздумий тех, кто приходит сюда поклониться памяти предков. цақ хамяцыр учу. Ерик бяцжи хотти ма хамяр укомел был тепинг брушат ухамду уздер. Мышлил розна хансын, ай вахан сагдаву бах. Яла цец иргянж дахи вах сибят штик дани лимкаш. Ханзм хоздай хабах мохтик хоз дерги должен дияхан. Построено специальное помещение для хранения инвентаря, необходимого для поддержания порядка на территории. Всю необходимую хозяйственную утварь для ухода за кладбищем также закупили. Проведен ремонт надгробий и частично заменены старые кресты, восстановлены плиты и укреплены гробницы. Посетители кладбища, растроганные вниманием к памяти своих усопших, выражают благодарность предпринимателю и меценату Микаилу Гуцериеву. Слов нету. Спасибо Микаилу Гуцериеву за то, что он уделил внимание нашему запрошенному кладбищу. Я часто бываю в Караблаке, в Слепцовской, в Троицкой и вижу, как там благоустроено все, как там все это, глаз радуется. И я часто бываю. Вот завтра выезжаю на Краснодарский край и хочу нашим землякам, казакам сунжинским показать, что и в нас тоже майское кладбище привели в порядок. И передать им привет, какой порядок навели в Караблаке, в Троицкой, в Нестеровской. В общем, большое спасибо. То, что сделано, большое от нас, майских, большой поклон Микаилу и всем, кто с ним работает. Большое спасибо. Символично, что православное кладбище после масштабной реконструкции открывается в день христианского праздника Радоница. Это день поминовения усопших, который входит в череду поминальных дат, установленных православной церковью. В таком месте прям прелесть. Я шла всегда, искала, и вообще моих родителей уже 20 с лишним лет нету, но мы вот, дочка, сын, мы все время приезжаем сюда. Но сейчас нас вообще вот просто поразило вот этот уход, вот это внимание, это просто выше всех похвал. Дай Бог здоровья, всех вам благ, самое главное здоровья, мира на этом свете. Спасибо. Кто это сделал, чья это задумка была, кто принял участие здесь. Вот наши местные, дай Бог им здоровья.
Нужно отметить, что преобразилась также и внешняя сторона кладбища благодаря новому асфальтовому покрытию, обеспечивающему комфортный подъезд к месту захоронения. А вот эта калитка, отдельная от центральных ворот, ведет к мемориальному комплексу. Здесь находится братская могила советских солдат, павших в годы Великой Отечественной войны близ города Орджоникидзе, ныне город Владикавказ. Именно здесь покоятся останки 30 героев, отдавших свои жизни, сражаясь с немецко-фашистскими захватчиками. Обновление кладбища несет в себе важную миссию – сохранение исторического наследия и уважение памяти усопших. Кроме того, как подчеркивают собравшиеся, предприниматель и меценат Микаил Гуцериев вносит огромный вклад в укрепление межконфессионального единства народов страны. Юртара, сейтара, баркал аллосу, ядячын, ядагдихачын, ядуа камды бадаяч. Ермо дуку меттикжи, а мош курды кашмиш туадя, алга мехкеве гурлаши мадисига, дуку кашмиш туадя меттикжи. Баркал аллосу сега, они остаются мягко мелбо. Как и всегда, реконструкция кладбища проводилась учетом пожеланий местных жителей, благодаря чему территория стала не только функциональнее, но и привлекательнее внешне. Реконструкция кладбища в селе Майское является примером бережного отношения к истории и культуре. Адам Мережков, Султан Булгучев, Магаз 24.